Друзья, всем привет, меня зовут Мадьяр. У нас с вами сегодня... Ой, я из Казахстана. Я свою коронную фразу начал забывать, да? В общем, давайте все сначала. Меня зовут Мадьяр, я из Казахстана. И у нас с вами сегодня снова, спустя один день, новый мукбанг. В общем, у меня сегодня на мукбанг и на обед домашние котлетки, домашняя пюрешка, огурцы, укроп, лук, хлеб, ну и так далее. Так, давайте начнем без лишних, как говорится, прелюдий. Вы мне написали столько хороших комментариев, что я подумал, как я могу своих любимых подписчиков оставить надолго без своего, так сказать, внимания. Пюрешка — это просто одна из самых моих любимых как блюд, гарниров. Огромное спасибо мамочке за котлеты. Котлеты одну я уже съел, честно говоря. У мамочки золотые ручки, поэтому я даже, честно говоря, не сомневался, что котлетки будут огонь. Так, лучок у меня проживает несколько жизней, у него уже реинкарнация. Иначе реально, я вчера прочел комменты. Позавчера, да, получается, снимал же видео. Вы там написали: Мадьяр, снимай почаще, мы тебя любим. Я думаю, ё-моё, да я рок-звезда, понимаешь? Вчера что-то я приболел. Нога у меня что-то моя болела. Ну ничего, поставил обезболивающее, вроде нормально. Не могу с мыслями собраться, когда вижу такую вкусную еду. Ну, что может быть вкуснее домашней еды? Вот скажите. Ну, в ресторане, да, там какое-то тебе блюдо подадут, там, скажем, высокой кухни. Хотя, этот молекулярная кухня, как она называется? Называется она. Туда, наверное, идут те люди, у которых есть деньги большие. Им уже некуда девать, как говорится. Что им на огромную тарелку там помажут одного соуса, другого, сверху кинут там какой-то маленький кусочек медальона. И за все это возьмут там, не знаю, $500, например, да? Или я, может, настолько уже, как говорится, так жадный, или как, не знаю, правильно выразиться, что не понимаю этого, короче. Мои соседи в своем репертуаре. Только я сажусь снимать, они такие: что, не ожидал, да? И начинают делать ремонт уже 5-й год подряд. Пару человек написали в комментариях, что смотрят фильмы по моим советам, и им очень нравится. Огромное вам спасибо. Очень приятно осознавать, что кому-то эти рекомендации интересны, да, потому что, ну, все равно, когда что-то делаешь, ты не просто в воздух эти слова сказал, да? А классно, что кто-то ими пользуется, там, смотрит, да, и какие-то эмоции получает. Ну, то есть, так прикольно. Такой взаимообмен, знаете. У меня все по классике. В пюрешку добавляю масло сливочное, желательно домашнее, и молоко. Ну, пакетированное, да?
Кто-то добавляет яйца сырые, но я, честно говоря, такое не понимаю. Вообще я не понимаю, знаете, вот эти вот тартары, все такие блюда, да, которые из сырого мяса. О! Не знаю, мне это непонятно, честно говоря. Снял сторис в Инстаграме. Решил к своему дню рождения сделать скидку на рекламу у себя в сторис. Так что, если у вас есть какой-то бизнес или бизнес-страничка, переходите в мой Инстаграм, заказывайте рекламу со скидкой 50%. Я же вам одну новость забыл рассказать. Правда, я? В общем, несколько дней назад. А вообще в Инстаграме я общаюсь с разными звездами, так назовем. Вот та же Глюкоза, казахоязычные актрисы, певицы. И все на меня подписаны из Казахстана, да. Есть такой сериал «Керенжан». Он очень известный в нашей стране, он такой прикольный, снятый, там разные интересные герои, такие колоритные. И там есть актриса, зовут ее Амангельдиева Сара, она играла роль Асылым. А я из этого сериала делал озвучку в Инстаграме, прикольную такую брал, самую такую сочную, и озвучку делал, значит. И она, наверное, меня в реках увидела и на меня подписывается. А в Инстаграме есть такая прикольная вещь, называется приоритет. То есть он тебе покажет в первую очередь тех людей, у которых много подписчиков, либо человека, с которым ты очень, так сказать, хорошо общаешься. Ну, в каком плане? Вы друг другу скидываете ролики, вы друг другу скидываете мемасики, вы обмениваете сообщениями. И он этого человека тоже выставляет в приоритет. И таких популярных людей тоже выставляет в приоритет. И я такой сижу один раз в Инстаграм. Ну, все равно же смотришь, кто подписался, кто коммент написал. Я такой захожу, на меня она подписывается. Я сразу, конечно же, в ответ подписался. И мы с ней начали общаться. Она мне комплименты говорила. Я ей очень такая приятная девушка. И вот на днях, когда был первый день Айта, она говорит мне, пишет мне: Мадяр, скажите свой адрес, я хочу вам сделать приятное. Я говорю, не надо. Получать подарки от девушек. Тем более не от... Мы с вами, говорю, даже вживую не виделись. Говорю, нет, не надо. Она говорит, пожалуйста, дайте адрес и так далее. Я говорю, неудобно же. Она говорит, нормально. Ну, меня долго уговаривать не надо, как вы поняли. А она сама живет в Алмате, я в Астане. И мне звонит незнакомый номер через там полчаса. Я говорю, алло. Он говорит, здравствуйте, меня зовут такой-то. Я курьер, короче. За полчаса быстро. Я говорю, да. Вот я к вашему дому, типа, подъезжаю. Как это все быстро произошло. Я говорю, да, типа. И он приносит, короче, огромный букет. Если в галерее у меня сохранилось, я вставлю сюда. Или фоточку с мамой ставлю. Приносит, короче, огромный букет. И приносит такой большой торт. Я вообще в шоке. У меня, по идее, чуть давление не поднялось. Я так на это смотрю. И знаете, вот приятно, когда тебе кто-то из близких делает подарок. А когда это делает просто такой виртуальный твой друг, да, подруга, вот как она, Сара, да, эта девушка. Я просто в шоке. Типа я пишу, блин, зачем так много, дорого, в смысле. Он такой, нет, нормально, все супер, короче. Я реально, прикиньте, весь вечер отходил от шока, потому что вообще мне в жизни мало делали таких подарков, ну, таких более-менее нормальных, да. Я за любой подарок, когда в мой адрес что-то даже доброе слово скажут, я готов человека расцеловать. Может, у меня низкая самооценка, не знаю. Может, я чересчур какой-то благодарный, не знаю. И я прям, если мне говорят слово даже приятно, мне прям охота человека расцеловать. Ну вот. Короче, мама в шоке, я в шоке, мы все семейно, дружно в шоке. Так что, наверное, навряд ли мой YouTube канал посмотрит, потому что, наверное, даже не знает о его существовании. Ну, если кто-то, может, из ее знакомых смотрит,
Саре огромный привет, огромное спасибо. Өте көп рахмет сізге за такие вот подарки. Букет реально очень большой, но постараюсь фотку найти, вставить. Вот. Так что вот такой сюрприз сделала моя. Она сказала, что она моя поклонница моего творчества. Моих рилсов, так сказать. Котлетки, ребят, говядина. К нам несколько недель назад приезжала машина во двор. Во двор, да. И продавала картошку. Ничего, такая вкусная картошка. Я могу кушать картошку в жареном виде, в виде толченки. Но в отваренном могу единственное только с рыбой. Так что вот такие подарки она мне сделала. Конечно, что греха таить. Мы все живые люди. И мужчины, и женщины все любят получать подарки. Короче, типа напитки. Кола, спрайт, фанта. У меня залетает не с домашней едой, а с фастфудом. Прям как в сухую землю. А с домашней едой либо чай, либо вода. Это обалденно. Спасибо мамулечке за ее золотые руки, за такие шикарные котлеты. Спасибо мне за такое пюре. И спасибо вам, что вы смотрите. Ой, наелся, конечно. Ну что, друзья, вот такой вот мукбанг получился. Быстренько с вами поели, быстренько с вами поговорили. Спасибо вам за внимание, за ваши лайки. Увидимся на следующих мукбангах. Пока-пока. Пока!